Вам предоставляется право выступить заключительным словом. Спасибо большое. Является возмутительным то, что я услышал сейчас от следователя, а также представителя прокуратуры. После всего, что было аргументировано выступление со ссылками нормы закона, в том числе международные, приведением примеров, говорят, что позиция защиты необоснованно, не мотивирована. Вы что, не слушали, что ли, не были в зале суда? Это, конечно же, возмутительно. Вы понимаете, как защищаться при таких условиях? Вот они вот такую линию избрали. Необоснованно, не мотивированно. А вы попробовали бы обоснованно привести другие примеры из Европейского суда или нарушения закона, какие были сделаны? Вот ничего не проведено. Поэтому в этой части я хотел бы сказать, что позиция является незаконной, какая-то личная заинтересованность в том, чтобы я здесь находился. Выполняя, понятно само по себе, что я нахожусь здесь не просто так. И второй момент, что с учетом личности обвиняемого, какие мои личные качества послужили основанием, я их не услышал. Что я, недостаточно воспитан, ругаясь хожу, или антисоциальный элемент какой-то. О чем речь идет? В качестве примера, возможно, пример или нет, говорит, что ранее совершил преступление, привлекался к ответственности. Где решение суда, вступившее в законную силу? У вас она есть? Нет. Тогда о чем можно говорить? Эти люди представляют закон. Они представляют угрозу мне и закону. Я хочу это подчеркнуть. Это угроза прямая. И так вы изолировали без достаточных оснований. И теперь утверждаете, что я ранее привлекался к ответственности. Никакой ответственности я не привлекался. И более того, если было бы, принесли бы решение суда. Такого решения у вас нет. Может угрожать, опять же, эти термины вероятного характера. Хотя на них ответили коллеги. Может. Когда может, объяснил председатель даже Верховного суда, хотя бы его послушайте, если меня не можете услышать. Может означает категорию вероятного характера. Это ничего не гарантирует. Какие у вас доказательства? Ну хотя бы 41-го пленума привели бы. Если тогда я должен был продать свое имущество, иметь за рубежом. У меня есть счета, гражданство какой-то страны. Или может что-то есть за рубежом, хоть клочок земли. Ничего нет. Тогда на основании чего вы утверждаете это? Прощение нужно остановить. Встаньте, пожалуйста, молодой человек. Прошу мобильный телефон убрать. В начале судебного заседания было разъяснено. Я просто в телефоне сидел. А то, что... Я не вел съемку, я просто сидел в телефоне. Я понимаю. Поскольку суд лишен возможности удостовериться, снимаете вы, ведете ли видеозапись, аудиозапись. В начале судебного заседания всем присутствующим в зале было разъяснено о необходимости не допускать направления мобильных телефонов, других записывающих устройств на участников процесса. Я вам делаю замечание в случае повторения нарушения регламента судебного заседания, будет удалено из зала судебного заседания. Все понятно? Прошу прощения, Давид Левинович. Да. Могу продолжить, да, спасибо. Таким образом, никакие доказательства того, что я могу скрыться за рубежом, потому что пленум прямо сказал, скрыться означает конкретные действия. Могу повлиять означает, я, значит, пытался это делать. Где я это делал? Какие факты? Есть ли в материалах именно тех, которые у вас на столе, уважаемый суд? Их там нет. Поэтому я считаю их голословными, лживыми и которые не могут найти какого-либо подтверждения. В этой части, что связано с следователем, я хотел бы закончить и теперь перейти к нескольким утверждениям, которые были сделаны представителем прокуратуры. Такое впечатление, как будто я нахожусь, уже прокурор поддерживает гособвинение. Пока нет, во-первых, обвинительного заключения. Обвинение утверждает, что будут рассматриваться как в первичном суде. А что вы решили? Вы уже решили мне отправить материал, уже обвинительное заключение у вас подписано? Я его не видел. Я вот не понимаю вот этой ситуации, заложником которой я оказался. Потому что люди, которые должны обеспечить надзор за законностью,
напрямую нарушает, делает заявления, противоречащие нормам закона. В частности, говорится, что кроме доводов защиты, прокурор говорит, они не провели ни одного довода или решения суда в пользу того, что я не виновен. Вам же, насколько я помню, адвокат Юрий Борисов ссылался на часть 2 статьи 14. Но почитайте презумпцию невиновности. А я не обязан ничего вам доказывать. Вы меня обвиняете, я вас не обвиняю. Если я буду обвинять вас в организованной группе, то, что вы собрались, чтобы меня осудить, тогда да, я буду доказывать. В данном случае это ваша обязанность прямая. Прошу обратить внимание, уважаемый суд, на такие бездоказательные обвинения в адрес меня. Мы говорить о виновности, мы не утверждали мою виновность, мы не обратили внимание, ни один из моих защитников не говорил о вопросе моей вины. И я об этом не говорил, потому что мы прекрасно знаем, что в данном суде вопрос виновности не рассматривается. Мы говорили о вопросе причастности или наличия событий преступления. Это как раз таки является обязательным элементом рассмотрения. Если этого не рассмотреть, решение суда является незаконным. А это все не было рассмотрено ни Басманным судом, а теперь прокуратура добивается, чтобы апелляционный суд это не рассмотрел. Что касается здоровья, я об этом не хотел говорить. Ну, запросили бы вы о моем здоровье. Прекрасно вы все знаете. Ограничиваете меня возможности лечения. Я не получаю надлежащее лечение. Здесь именно в СИЗО ухудшило здоровье, сделали вывод того, что я нуждаюсь в операции. Я его не могу сделать, потому что заключили даже контракт с больницей. Следствие, мне здесь заявляет, следствие не дает добро, то нет конвоя, то нет ничего. Соответственно, как оно может улучшаться? Если вы изолировал, был бы дома, я пошел бы в больницу, сделал бы операцию. Соответственно, просто все голословно. Соответственно, я считаю, изолировав меня, вы добиваетесь ухудшения моего здоровья, вы лишили меня возможности получения медицинской помощи. Именно ваш надзор такой, подобный, нездоровый, не отвечающий интересам судопроизводства, и позволяет сделать так, поступать со мной. Поэтому я считаю, что аргументированных доводов против апелляционных жалоб мы не услышали. Я надеюсь, суд учтет все эти обстоятельства и удовлетворит апелляционные жалобы моих защитников. Спасибо. Иванян, Дадашева, Юрьева, Борисова, Игалова, Кузбетинова, Синебляева, Мумаева, Абрамяна, Кузбушева, Тимирева, Усманова на постановление Басманного районного суда города Москвы 13 ноября 2019 года, которым в отношении Хасалова Дагира Зиединовича 17 апреля 1959 года рождения, граждан села Брагуны Гудермесского района Чеченской Республики, гражданин Российской Федерации, являющийся адвокатом, управляющим партнером адвокатского бюро Дагир Хасалов и партнеры, Драконта города Москвы, зарегистрированного по адресу Москва, проспект Маршала Быкова, дом 38, корпус 1, квартира 19, несудимого. Обвиняемого в совершении преступления предусмотрено частью 4 статьи 39, частью 1 статьи 294 Уголовного кодекса Российской Федерации, продлен срок содержания под стражей на 2 месяца, по всего до 3 месяцев 30 суток, то есть до 16 января 2020 года. Проверка специального материала изучил доводы апелляционного жалобы, выслушав обвиняемого Хасалова, защитников адвокатов Иваняна, Жукова, Борисова, Тобушева, Далека, Ярослава, Москаленко, поддержавших доводы апелляционных жалоб, позицию следователя Павла прокурора Васильева об остановлении постановления без изменений. Суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьями 389, 15, 89, 20, 389, 28 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, постановил постановление Басманного районного суда города Москвы 13 ноября 2019 года о продлении срока содержания под стражей в отношении Хасалова, Дайдина и Юрьевича оставить без изменений. Апелляционная жалоба адвокатов Иваняна, Дадашева, Сидорова, Борисова, Идалова, Курбитина, Синебляева, Мумаева, Абрамяна, Кубушева, Тянилева, Усманова оставить без удовлетворения. Полный текст апелляционного постановления будет изготовлен в течение 3 суток, после чего материалы будут возвращены в первой инстанции, без стороны вправе ознакомиться с протоколом исследования заседания суда апелляционной инстанции, а также получить копию апелляционного постановления. Кроме того, суд апелляционной инстанции не нашел достаточных оснований для внесения частного постановления в адрес председателя Басманного районного суда города Москвы, а также судьи Басманного районного суда города Москвы, соответственно, Выршевой и Николаевой.
Кроме того, разъясняя участникам процесса право обратиться с ходатайством в течение 3 суток, начиная с сегодняшнего дня, то есть с момента окончания судебного заседания, об ознакомлении с протоколом судебного заседания суда апелляционной инстанции. В течение 3 суток с момента ознакомления с протоколом судебного заседания стороны вправе подать на него свои замечания. Указанные сроки могут быть восстановлены в случае их пропуска при представлении сторонами документов, подтверждающих уважительность пропуска соответствующего срока. Судебное заседание объявляется закрытым.